За стабильность страны, мир и порядок голосовали жители Гагаузии. Они отмечали в интервью нашим журналистам, что только дружба народов и объединение сил может победить в такое сложное время. Мы должны брать такого человека, который будет за народ, за справедливость и за благополучие нашего края. Но не забывать, что мы должны быть едины с Молдовой. Только единые и больше никак не может быть. И если это будет, но такое единство, которое бы напоминало нам Швейцарию. Ну, чтобы все страны, скажем так, дружили. Неважно, Европа, Россия, там, кто бы там ни был. Со всеми надо жить хорошо. Ну, чтобы нормальная жизнь, была уверенность в завтрашнем дне. Чтобы жизнь наладилась, чтобы было хорошо, чтобы все было дешево, лекарства, чтобы нам рабочие места чтобы были, чтобы люди никуда не уезжали, чтобы жили на месте. Многие из кандидатов ожидали второго тура, поскольку претендентов в Башканы было много. Однако по предварительным данным ЦИКа Гагаузии за Ирину Влах 22 марта проголосовало большинство жителей автономии. Дудогла Николай. 19% 0,5. Количество голосов 12 154. Влах Ирина. 51% 0,1. Количество голосов 32 543. Сегодня Ирина Влах дала пресс-конференцию журналистам и поблагодарила избирателей, которые отдали свои голоса за нее. Я хочу сказать огромное спасибо всей своей команде, которая доверила мне, которая отработала всю эту избирательную кампанию. Я хочу поблагодарить всех тех избирателей, которые вчера вышли и проголосовали за нашу команду. Я хочу обратиться отдельно ко всем тем избирателям, которые голосовали за моих оппонентов, и уверенно заявить им, что мы будем работать и сотрудничать со всеми жителями автономии, что я буду башканом для всех жителей автономии. Мы будем работать во благо и в интересах нашей автономии. Жители Гагаузии активно вышли на выборы в надежде на то, что жизнь в автономии изменится в лучшую сторону с новоизбранным башканом. Насколько оправдаются надежды избирателей, покажет время.